Секция плавания на базе Центра детского творчества как вид внешкольного досуга – одна из самых востребованных в стенах данного учебного заведения. Мало того, что занятия в бассейне особенно полезны для растущего организма, так они еще и очень нравятся детям. По этой причине, комментирует руководство учреждения, комплектация групп в эту секцию происходит буквально в первые 2 дня с начала учебного года. Группы переполнены, но всех желающих педагоги записывают в резерв. Кто не подойдет, у нас нет такого, что кто-то подходит, кто-то не подходит, что тренера делают выбор какой-то среди учащихся, среди детей. Такого нет. Именно поэтому комплектация происходит очень быстро. В течение года может быть отсев детей по болезни, может быть кто-то передумает. И вот именно те дети, которые записаны в резерв, потом могут попасть, у них есть возможность уже в основную группу. Между тем, возможность посещать бассейн сохраняется для всех категорий граждан и вне учебной программы. Так, ежедневная проходимость объекта только по абонементу доходит до 80 человек. Для этого администрацией Центра детского творчества предусмотрен гибкий график работы и демократичная система цен на предоставление данного вида услуг. Бассейн работает 6 дней в неделю. С понедельника по пятницу работаем утром с 8 до 12. Стоимость взрослого посещения 150 рублей, детского 100. Вечером с 8 до 10 взрослое посещение 200 рублей, детское 100. В субботу с 10 до 12 взрослое, с 10 до 12 и с 5 до 9. Взрослое 250, детское 150. Многодетные имеют льготу при наличии справочки о том, что они являются многодетной семьей. Дети идут за 50% стоимости, взрослые идут по полной стоимости. И у пенсионеров минус 50 рублей с часового билета. С собой иметь справочку о том, что можно посещать бассейн, банные принадлежности, шапочки, вторая обувь. Ежегодно бассейн проходит плановое обслуживание оборудования и санитарную обработку ванны согласно установленным требованиям. В последний раз полное опустошение чаши бассейна с последующей заменой воды проводилось в конце августа перед началом учебного года. Дезинфекция воды в круглогодичный период осуществляется повсеместно посредством ультрафиолетовой фильтрации. Данный метод является одним из наиболее чистых и безопасных способов обеззараживания воды. Тем не менее, руководство учебного заведения призывает горожан к бережному отношению с данным ресурсом. Очень бы хотелось добавить, чтобы соблюдали, вот те, кто приходит плавать, бережно относились к нашему оборудованию, берегли нашу воду, поскольку вода все-таки достояние у нас. С пониманием относились к просьбам обслуживающего персонала, администрации, ну и подчинялись, в общем-то, нашим правилам. Основные правила поведения на объекте предполагают наличие всех необходимых принадлежностей, соблюдение личной гигиены и культуры поведения во время плавания. Как комментирует руководство, данные требования довольно простые и преследуют своей целью создание комфорта и безопасности для всех посетителей. Ринат Музафаров, Руслан Кравцов, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ.